Чему можно научиться за 5 лет? Вот такой вопрос к вам. Уфимской спортсменкой Алине Мустафиной удалось за это время не только стать многократным призером городских, республиканских и региональных соревнований, но еще кое-что. Об этом, о своих достижениях последних она расскажет сама прямо сейчас в студии нашей программы. Знакомьтесь, Алина Мустафина. Доброе утро. Здравствуйте. А сегодня еще вместе с нами ее тренер. Это Динар Раифович Хазиев, тренер клуба единоборств Pride Gym. Доброе утро. Ринат Раифович, давайте, Динар Раифович, давайте вы расскажете, что, собственно, из последних достижений, чем можно похвастаться, что Алина такого классного сделала. Алина занимается тайским боксом более 5 лет. Помню, как совсем малышкой зашла в зал и начала свой тернистый путь. Она с детства отличалась внутренним духом бойца. Ее упорство и терпение удивляет по сей день. Я, как тренер, направлял ее в нужное русло, и результат не заставил себя долго ждать. Сейчас Алина многократный чемпион городских, республиканских, региональных соревнований, двукратная чемпионка первенства России. На крайних соревнованиях, которые проходили в Подмосковье, собралось около 1200 человек. Это 7 дней соревнований, высокая конкуренция. И Алина провела 4 ярких зрелищных боя, одержав уверенные победы и взяла первое место. Стала чемпионкой России, первенства России. Здорово. И таким образом она выиграла путевку на продолжение своих побед. Да, мы заряжены на чемпионат мира, который пройдет в Таиланде. Будем выкладываться, ведь эта победа придаст уверенность не только ей, но и другим детям нашего клуба. Ну и надо сказать, что Алине-то всего 11 лет. Совсем малышка, действительно, в 4 классе учишься, да? А как в тайском боксе вообще оказалось? Ну, 6 лет назад, в 2019-м, я была очень активным ребенком, и маме сказала отдать меня туда, где бьют кулаками. А в тайском боксе бьют только кулаками? Я, честно говоря, не совсем даже разбираюсь. Или есть еще другие удары? Да, муай-тай – это бой 8 конечностей. То есть это колени, ноги, локти, кулаки. Все. Что-то я обсчиталась, где-то 8 конечностей. То есть можно бить вообще практически любым образом. Да. А куда нельзя бить? У нас, смотрите, до 12 лет удары в голову запрещены. После 12 лет уже удары в голову есть. То есть это работа по ногам, работа по туловищу. То есть, ух ты! грубо говоря. Звучит-то жутко как-то, Алинка. Ты не испугалась, когда впервые пришла на эти тренировки? Ну, нет. Наоборот, да, понравилось? Да. А не думала сменить вид спорта? Куда-то еще ходила, сравнивала? Ну, я ходила до тайского бокса, ходила на художественную гимнастику, много ходила. Потом ходила на брейк-данс, но мне не понравилось, и я пошла на тайский бокс. Ага. А тебе вот очень нравилось кулаками бить. Тебя кто-то обижал, что ли? Ты захотела защищаться? Ну, в садике мы дрались с мальчиками. Ну, теперь ты точно можешь их победить, учитывая, какие у тебя в копилке почетные, серьезные награды. А сколько у тебя тренировок в неделю? В неделю у меня обычно 3 тренировки в день, 3 тренировки в неделю. Но когда мы готовимся к серьезным соревнованиям, то может быть и каждый день, и утром, и вечером. Ну, слушай, в 4 классе же каждый день в школу тоже надо ходить. Как ты успеваешь? Ну, я иду в школу, после школы я иду на тренировку сразу. После тренировки я прихожу домой в 9 вечера и делаю уроки. Ну, в общем-то, как будто бы успеваешь. Единственное, нет там времени посмотреть мультики, ничего не поделать, да? Ну, утром могу. Ну, неплохо. В принципе, такой жесткий тайминг. Скажите, пожалуйста, Динар Раифович, а тайский бокс, он что воспитывает в ребенке? Вот почему стоит отдавать свое чадо на этот вид спорта? Занятие муай-тай в нашем клубе, это способствует гармоничному развитию ребенка. Это хорошие физические нагрузки и с устойчивостью к психологическим нагрузкам. То есть воспитываем терпение, характер, крепость и силу духа, самодисциплину.
навыки самообороны, которые дети и подростки получают, нужны будут не только в спорте, но и в повседневной жизни. Ну да, как-то уже спокойнее, когда твой ребенок может за себя постоять. что-то он- Кстати, не приходилось, Алин, тебе махать кулаками в школе, кто-то тебе там пытался обидеть? Ты такой, я сейчас... В классе все знают, что я занимаюсь тайским боксом, никто не Даже не думает. Да. Понятно. Слушайте, ну есть же и риски, это же все-таки спорт, травмы наверняка возможны в этом виде спорта. Ну да, как и в других видах спорта, это риски, но они нас только толкают наверх, и как бы это за счет упорных тренировок мы добиваемся высоких целей, а риски, они будут есть, и от них никуда не деться. Слушайте, ну вот часто бывает так, что ребенок ходит куда-то в секцию, ходит, а потом в какой-то день никуда я не пойду, не хочу, не буду, все, я бросаю этот вид спорта. Вот что делать в такой момент родителям? Нужно ли дать отдохнуть или сказать, нет, ты будешь дальше ходить? Как вообще поймать вот эту грань между действительно желанием ребенка ходить и вот такой ленью, которая все равно есть у каждого человека? Ну, я уверен, если заинтересовать, замотивировать ребенка, он будет бежать на тренировку. Это тандем тренера и родителя, который приведет его к высоким результатам. Важна поддержка, вера в него, чтобы родители выполняли домашнее задание, которое дает тренер. Это совместные пробежки, зарядка даже утренняя. Вот. И я уверен, что спорт, он ключевой инструмент для становления личности человека. Ну, неважно, там, будет он великим спортсменом, но он останется воспитанным, сильным как духом, так и физически, с большим и добрым сердцем. Я думаю, вот все дело это в тандеме родителей и тренера. Вот. Понятно. Ну да, действительно, без поддержки родителей, конечно, вообще невозможно, ну и без хорошего тренера тоже. Алина, у тебя есть какая-то спортивная мечта? Ты вообще в целом хочешь в спорт уйти в своей жизни или какую-то еще профессию освоить? Я хочу стать чемпионкой мира по тайскому боксу. Ну, может быть, пока я не думала так далеко. Может быть, я буду судьей, не знаю. То есть еще не выбрала, кем Да. станешь, когда вырастешь? А спортивным судьей, да, ты имеешь в Да. виду? Ну да, кстати, если ты хорошо в этом разбираешься, то, мне кажется, это проще простого будет для тебя. Так, чемпионкой мира хочешь стать, и для этого нужно будет вот в Таиланде, правильно, Да. проявить себя. А это когда уже случится? Это вот в августе будет. Мы сейчас начинаем упорную подготовку, собираем финансовые средства, вот, и в путь, дай бог, все То получится. есть, получается, в ближайшие несколько месяцев у Алины выходных нет. Тренировки ежедневные, судя по всему. Ну, как бы, наверное, сил хватает на все, да? Не бывает же так, что ты совсем, ой, я устала, никуда не пойду. Ну, бывает такое. Прям уже, тяжело бывает. Но еще поддерживает наверняка вот эта вот дисциплина, эта привычка просто встать и идти. Кстати, летом же часто бывают вот эти спортивные сборы, спортивные лагеря. Вот вы тоже будете выезжать так, собираться? Да, мы ежегодно выезжаем. У нас есть сборная Республики Башкортостан. Мы ездим на базу РСБИ, это Нуримановский район, поселок Кирзя. Вот. Там очень круто, живописно. Хорошее питание, большой спортзал. И 11 дней у них 3 тренировки в неделю. Ого! Бассейны, то есть очень-очень круто все проходит. Класс. А вот со скольки лет можно вообще в тайский бокс отдать ребенка? Мы берем с 5 лет, у нас набор. То есть в начале у них работа над координацией, над физикой, растяжка. И с 7 лет у них уже потихонечку ставится ударная техника. А мальчики или девочки Без больше разницы. себя проявляют? Неважно, да? Больше себя проявляют сейчас девочки. Класс, мне нравится girl power. То есть, получается, тайский бокс, это все-таки, по крайней мере, сейчас, как обычно, девочки себя проявляют во многих сферах, и здесь тоже. Ну что,
вам. Хочется пожелать удачи, успехов, чтобы обстоятельства складывались в вашу пользу, чтобы Алина Мустафина, многократный призер городских, республиканских и региональных соревнований по тайскому боксу, все-таки свою мечту исполнила и стала чемпионкой мира. Будем держать кулачки в августе. И над этим, конечно же, поработает Динар Раифович Хазиев, тренер клуба единоборств Pride Gym. Удачи вам, спортсмены!